Если где-то во Вселенной есть другая жизнь, если инопланетяне бороздят просторы космоса на летающих тарелках, то, увидев этот объект, они вполне могут приземлиться здесь, в центре Казани. Летающая тарелка в самом сердце столицы республики. Уникальный объект для своего времени. Тогда, в 60-х, после полета Гагарина, вся страна, да что там, весь мир горел космосом. Вот и татарстанские архитекторы создали такой объект, что даже через полвека он остается одной из визитных карточек Казани. Связующим звеном между Казанью и космосом можно назвать и сам город. Казан в переводе с татарского «котел». А как известно, именно котел стал основным элементом первого в истории человечества парового двигателя. С научно-техническим прогрессом котел в двигателе перешел в камеру сгорания. Так что можно говорить, что уже за сотни лет до первого полета человека в космос Казань связалась с ракетной техникой. На карте города можно найти минимум 4 улицы, связанные с освоением космоса. Так, уже через 3 дня после первого полета человека в космос улицу 11-я Союзная в Казани переименовали в улицу Гагарина. Неподалеку от нее улица конструктора академика Королева. Удивительный факт: Королев и Глушко жили в одной комнате на Лядово. Однако улицу Валентина Глушко отвели на другой конец города. Хотя по космическим меркам это совсем не расстояние. А в Советском районе одна из улиц названа в честь покорителей космоса, космонавтов. Кстати, именно здесь находился первый аэропорт Казани. Отцы отечественного ракетостроения трудились вместе ныне на заводе КМПО в Казани. Здесь они работали над реактивными установками. Интересно, что именно здесь Королев вернул себе свободу и получил знак почета. Уже затем, уехав из столицы Татарстана, Сергей Павлович и Валентин Петрович, по сути, встали у руля всей космической отрасли Союза. Еще в 1944-м в Казанском авиационном институте была создана первая в стране кафедра реактивных двигателей. Ее возглавил Валентин Глушко. Один из его известных учеников, Вячеслав Алимасов, основоположник Казанской научно-педагогической школы теплоэнергетики и реактивного двигателестроения. Государственная премия его имени учреждена в 2014 году указом президента республики. Интересно, что на ракете Гагарина «Восток-1» были установлены электронные приборы производства ныне Казанского завода «Элекон». После успешного полета предприятие наградили орденом Трудового Красного Знамени. О том, что Казань космическая, говорят и многочисленные граффити на домах и объектах Казани. Да что там, даже во дворах дети играют на вот таких чем-то напоминающих космических шаттлах. Хотел бы стать космонавтом, потому что мне там нравится, там очень красиво. Гагарин – это космонавт, который полетел первый в космос. И не очень хочу быть космонавтом. Почему? Потому что я хочу кондитером быть. Самый первый взлетел на космос. И я не хочу быть космонавтом, там это тяжело. Они знают и гордятся. Правда, сами на такой подвиг решились бы навряд ли. Но главное, что 12 апреля, одна из важнейших дат для всего человечества, закрепилась в умах детей. Мы первые в космосе, и это навсегда. Салават Мухаммадуллин, Алмаз Зиаддинов, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.